Сейчас Да. я включу запись, так что ведите себя хорошо. Вот. Нет, запись, кстати, адрес намек прям. Запись, кстати, идет для отчетности в определенные органы. Понятно, да? А еще пока неизвестно, когда у нас урок живой будет. Нет. Да. Еще непонятно, когда... Карантин бере. Да, карантин бере, но когда это бере начнется, непонятно. Так, а Дишкодеа, видите экран? Нет. Нет? Нет. А, подождите, я его не расширила. Да, я включила. Экран нет, но я переписал. Так, начать демонстрацию. Угу. Табере? Да. Да. Угу. Даже я еще не вижу. Да. Так, ойдолочком, ожьен куцком предложению сущен. Давайте начнем. Ой, теперь. Какая красота. Давайте, значит, у нас предложение в этот раз на деепричастие и на сложно подчиненное предложение. То есть вот два фокуса, да, которые нас интересуют. Да, это уж что, это высший пилотаж, так сказать, я вижу. Это уже прям advanced, да, вы нашли. Вот, ну, кто видел в Фейсбуке, я как раз разместила, да, что вот эти сложно подчиненные, они чуждые удмуртскому языку, но они все чаще используются, и они, вот в том числе вот этот шуса замещается русским что. То есть вы очень часто уже услышите. Да, мы поучаствовали в этой дискуссии. Да. Так, а какой там бразилец-то продвинутый выучил удмуртский? Он вообще ходил ко мне на уроки. Он вообще здесь живет, ну, русского происхождения. Да, он русского происхождения, он учился на Типле, по-моему, вот, и он ходил в 2010 году ко мне на уроки тоже, вот, когда мы еще занимались вживую, не при постпредстве, а в другом месте, вот. Да. Но он лингвист, поэтому ему, как бы, дано. Лингвист. Лингвист. Да, бразилец. Нет, он русский, хорошо слышно и так. Ну, он, по-моему, живет в Бразилии, у него есть бразильская фамилия там. Ну, это он Никулин вообще. Никулин, да. Но он не бразилец, он живет. Ну, он какой-то там Никулин, Санчес, там что-то такое. Ну, мы все можем перерисовать что-то. Вот, ну что, давайте начнем. Я тоже в Фейсбуке Черкова. Я же не Черкова. Поэтому ты в списках у меня часто была Черкова. Ты в скайпе Валентина. Я в курсе, потому что я через Фейсбук туда заходила. Сюда. Угу. Так, ой, да Куцком. Так, ну давайте, Юля. Ручку найти не могу. Ручку найти не могу. Ладно. Почему мне самые сложные предложения достаются? Когда я выходила из дома, начал идти дождь, поэтому я зашла обратно домой. Зорини Куцкис, куке дориш поти, мон дориш поти, ке мон дориш поти, сойник мон берлайн доре пери. Так, вот, вторая часть прекрасна. Суинлик, да? Вот это Суинлик, да. Там, где вы в русском языке... Первый есть другой вариант. Да. Марк, как вы написали? Я написал «Гуртамыщен потикум кващ зорины куцки». Так, потыкум это уже хорошо, да. Смотрите, когда в русском языке, когда я выходила из дома, да, когда я что-то делал, то есть какой-то процесс параллельно основному действию, мы используем суффикс «ку», где причастие, да. И здесь вы можете не подчеркивать, что вы из своего дома выходили, потому что вы, если скажете, что я выходила из дома, то предполагается, что вы в своем доме были. Здесь можно коркаш, как здание, да, подчеркнуть. А просто коркаш потыкум или... Дурыш потыкум. То есть этого достаточно. Если вы еще плюс добавите из моего дома, то это не ошибка, но достаточно даже вот просто сказать, что из дома, как бы, как основной, ну,
не столько Плащ, важно. зоруны, плащ. Нужно было просто тут где причастие, что ли, сделать? Конечно, Именно, конечно. именно. Это идеальный вариант. Коркаш потыку, да, то есть, когда я выходила из дома, вот это М показывает, что это Да, я. зоруны куцки. Да. Зорные куски, сойник берен или берлань поркапыли, можно так. Я только Либо- чуть-чуть ошиблась. Нормально. Вот. А вообще, да, вот, то есть в оригинальном удмуртском языке бы вот это поэтому его бы не было, он бы был за счет деепричастия куцкемен по причине того, что начался дождь. Вот, это здорово. Вот, это я вам просто показываю, что это как бы очень красивый удмуртский язык. Зоруны куцкемен. Это надо Да, записать вот обязательно. видите, за счет одного слова зорыны куцкемен мы заменили как бы конструкцию, что дождь начался, и из-за дождя мы что-то не сделали. Да, Ильи с нами нет, он был бы горячим сторонником этого. Да. Хорошо, вот. Ой, подожди, не переворачивай, я тоже переписываю вот это вот. Там, по причине дождения. То есть вот эта конструкция куцкемен, да, вы, если даже ее не будете употреблять, вы ее, мне хочется, чтобы вы ее видели, что она есть. Слышали. Да, и тем более это такая очень красивая история, то, что нет в русском языке, это же, ну, как бы очень же интересно, что есть в другом языке. То есть это вас Ну, в художественной литературе-то есть такие в конструкции, литературе я их видел. есть, но все реже, да, все реже. А в разговорном практически, наверное, нет уже. Олечка, а вот в этом, который более удмуртский вариант, там почему по тыку без лично притяжательного суффикса? Ну нужно добавить. Потыкум, наверное, да, вот так. Вот Можно это уж и совсем так, вот. да, можно и так, да. Все, да, мы еще мажвань, у меня марк по списку идет дальше. Да. Это вот вместо того, чтобы играть с кошкой, сделал бы домашку, да? Так, я написал так. Кочиш чош шуды тощ, гурте уждес, карысал. Угу. Так, здесь сейчас кто еще какой вариант? У меня немножко по-другому. А как вместо? Я нашла только... И часть наоборот. Да, Маш. это вот как раз Маша причастием достигается. Да, То я есть- забыла. Можно я предложу свой вариант? Давай, Юля, да. Кучишу детожад гуртеуш лаштевал. Угу. Да, Прекрасно. тожат, наверное, лучше, это правильно. Вот только с кошкой что-то там не то. А вот я думал, надо ли там на самом деле это суффикс притяжательный или нет? Надо? Кошкой? Да. Нет. С кем, да. Там творительный падеж должен быть. А можно через чош? Или нельзя? Вместе ты имеешь? Здесь не важно, кочешен чош шудны. Здесь так бы не сказали. То есть, когда вы скажете чош, вы, получаете, равноправные партнеры. Ну и правильно, играем с кошкой как равноправные партнеры. Конечно. В крабу. Нет, здесь, скорее всего, играть с кошкой. Кочешен. Да. Кочешен чошманычко. Если я иду по улице вместе с кошкой, вот. То есть Это вместе с... Вот из этого «Мастера Маргариты», когда он на двух лапах. Да, вот такой может быть. Вместо того, чтобы с этим играть, да. Кочешен шуды тойжат, тут там должна быть запятая, да. Гурте ужде лещты, да, такое суровое, повелительное сделай, или лещты вал сделал бы, да. То есть вот удмурты очень часто вот это вал добавляют к повелительному, и за счет этого смягчается. А условное наклонение здесь никак не пойдет, Нет. Вот я тоже его написала. Это неправильно, да? Нет, сделал бы здесь, потому что я бы сделал... Я бы сделал домашку вместо того, чтобы играть. Тут немножко разные фокусы. То есть здесь кто-то говорит, вот ты играешь с кошкой, лучше бы сделал домашку. А вот в вашем предложении с условным наклонением, получается, сам человек думает,
Блин, вот надо с кошкой играть, вот чтобы я домашку делал. М, Ну, то есть как бы фокус чуть-чуть другой будет. А здесь именно кто-то со стороны говорит это, поэтому здесь такой фокус. Мой. Тёма, попробуешь? Да, давайте. Но это сложно. Угу. Так, сейчас я найду его. Ага, вот. Куле Вань Вантышкины, Анай Атайлен Бертыса, Вожес Медасни. Угу. Так, давайте разберем, прежде чем я раскрою карты. Надо все У спрятать. меня Да? по-другому. Да, Юля, я тоже по-другому сделал. ну давайте Ну, я конечно. послушаю. Юля, Марк. Юля, давай. Марк, я уступаю. Давай. Ты хочешь, чтобы я Да, сказал? я тебе уступаю. Ну, я написал, Теперь что говори. до прихода Муми Буби лыктытoj. Ваньзе ватыны куле. Правильно. Да. И Вот вот так. это, чтобы они не рассердились, придаточные цели. Это медаз ер курьящ, вот это вот, ер курьящ коз шуйса там. Угу. Медаз Вот. ер курьящ коз шуйса. Это вот чтобы они не рассердились. Да, так, правильно. Чуть-чуть Все по-другому. правильно смотрим. Значит, смотрите, да. Медаз Йиркур ящики, вот здесь я написала. Мед Йиркур ящкозы и медаз Йиркур ящики. Отрицательно чуть-чуть Медаз ер курьящке, тогда без да, козы. Да. но смысл ваш правильно, то есть логика понятна, правильная. Смотрите, она это айос, мумис, бубис, да, все понятно. До прихода родителей, до того, как они пришли. То есть вот Лыктытoj. лыктытож, совершенно верно. То есть это еще Лыктытoj. одна функция вот этого деепричастия, который указывает на предел во времени. То есть в предыдущем предложении, да, вот про кошку, мы видели противопоставление основному действию. То есть вместо того, чтобы играть с кошкой, вот, как бы одно действие противопоставляется другому. Здесь в этом предложении тоже используется для обозначения предела. То есть до этого момента надо что-то сделать. Ну, надо все спрятать, да, глагол прятать у нас ватыны, соответственно, мы можем сказать либо ватоно, либо ватыны куле, да, более длинная конструкция, Ватыны куле, да. но они совершенно аналогичны. Ваньзе, то есть это у нас аккузатив от слова ванимыс, и повелительное для третьего лица, да, то есть медаз ящики, чтобы они не сердились. А шуса не надо? Да. Можно, да. Это влияние русского языка уже. Да даже вот это медаз ящики, мне кажется, это медаз ящики шуса. Ну Да, да, вот здесь- нет, нам как-то вот, мне лично шуйса комфортнее употреблять. Да, серьезно? Вот, то есть шуса, хотя оно и в конце предложения, да, всегда, запомните, шуса не может идти вместо что. То есть вы по-русски говорите, чтобы они не рассердились, а в удмуртском вы скажете, они не рассердились, чтобы или что. То есть вот это союз что, чтобы встает в конец предложения. Здесь у нас придаточная медаз ящики шуса, это придаточная цели. И если вы помните вот прошлый урок, да, там у нас было, что придаточные цели должно содержать компонент мед, да, обязательно мед, Или медаз либо отрицательный. что-то сделать, либо медаз отрицательно что-то не сделать. И шуса. Но шуса такой опциональный, то есть вот мне без шуса тоже все понятно, как у нас. Вот, идем дальше. Ой, это да, идет предложение. Это простое. Да. Там, Они с Маша, ответом уже. ой, Ой, Да. а как так? ты сделала с ответом. Во. Да. Монтер шиса дышецкишко. Супер, тоже мой. Видите,
вот, как я и говорю, удмуртский язык, он такой глагольный, то есть у нас не наречие старательно, да, а у нас через деепричастие. И вот сегодня тоже об этом еще упомяну, в каких-то тоже конструктах, это очень видно, что мы чаще используем деепричастие, чем все остальное. Угу. Шестьдесят бешевский школ. Что-то Надя отправила, да? Что-то важное? А я что-то случайно. Нет, по-моему, я какую-то фигню. Скрин я сделала, наверное. Нет? Ладно, Давайте я тогда фигню не посмотрим, буду чё. переходить, потому что вы все будете Супер. видеть, куда-сюда не ходить. Ой, Так, Надя, это тебе. Ты на Да. таинственной шаре. Угу. так, хотя на улице нельзя ходить без маски, много народа без них гуляя ходит. У Раменке Угдяра Маскитек ветлины, Данак Муртьос Маскитек Урамын ветло. Так, вторая часть хорошо. В первой части, да, у нас хотя, вот это хотя, у нас союз кено. Кино. Да, кено. Он, Ничего его нет, он не может стоять в начале. То есть, хотя, если это все вот кено, они не могут стоять опять-таки в начале. Они всегда в Яра, конце кено. придаточного. Но вот это кино, оно может между яра и глаголом ветвины по-разному вставать. Сейчас посмотрим. А у Гьяра это нельзя? Да. А можно углуи? Да, я тоже угловой написала. Но это не получается, мне кажется, не тот. Смотрите, здесь в данном случае запрет строгий. Я тогда это еще с вами повторю, вот эти яра, углы. Смотрите, этих модальных несколько вот этих конструкций, ветвины, углу, если это как бы нет возможности этого, но это не запрет, это не физическая возможность, а как бы невозможность какая-то другого рода. Давайте это мы лучше на примерах разберем, ладно? Потому что вот здесь сейчас не могу сказать, то есть не могу вам четко объяснить, но здесь будет яра. Тут потому что именно нельзя ходить без маски, это запрет со стороны государства, скажем так, да? Вот. Ветвяные углы, вы бы сказали, если бы было пыльно, если бы было грязно, и вы не могли бы ходить без маски. То есть это была невозможность за счет каких-то условий, обстоятельств, но не запрета. Надо это повторить. Да, у нас, мне кажется, Луэ даже не было вот в этом году, то есть это вот мы с вами, может Нет, мы этого немного касались как-то, было, углу и угьяра было. Да, а богатыны, это вот если бы вы физически не могли, то есть вы задыхаетесь от грязного воздуха, и поэтому вы без маски ходить физически не можете. В ветламе углу тоже там есть физическое, но там как бы немножко разные нюансы, но это мы повторим. Смотрите, здесь, да, что вот это кено, оно может вклиниваться между ветвины угьяра кено, да, вот предложение, когда в самом конце стоит кено. Самый такой более явный, что ли, вариант, более понимаемый, то есть вы вот это хотя просто перекинули полностью в конец придаточного и все, и забыли. Есть варианты, когда скажут у кено яра, то есть вот это кено вклинивается между отрицательной частицей и словом яра. Потом угно яра, нет, вот это я бы, наверное, удалила чуть. У ветвины угно яраки, нет, так бы не сказала я. У яра кено, это у нас было уже. То есть вот... Оля, А я сделала, в принципе, то же самое, только с угловой, но еще я другой использовала. Предлог. Не кено, а уже кено и в начале придаточного поставила. Это сильно в начале главного. По примерам было в начале придаточного. Нет, ожикино, но не, как бы несмотря на это он переводится скорее уже. То есть могли бы вы сделать еще вот такое предложение. Рамын педон маскатек ветвуны угьяра. Да, то есть нельзя ходить. Это условие. Ожикино. Да, ожикино. Так это придаточное.
Нет, Это ожики, главное. но троскалык, сутек, Ну порьясай. я его туда так и поставила. Главное. Но если так, И то хорошо. это вместо правильно. парьяса колгаса еще можно использовать? Да, да. Порьяса это более южный вариант, колбаса это мы северяне, да. Ну, Ну, у колгны есть еще негативный оттенок, знаете, да? Гулящий. То есть Ну да. гулящая женщина, колгиш кышно. А. Да, то есть у него есть такой оттенок. Вот. А порьяны это порхать, вообще-то слово. То есть это прям вот очень. А как? Да, то есть, знаете, есть такие, ну, не знаю, у вас есть визуализация слов или нет? То есть, как бы, вот вы сразу у порьяны, вроде они одно и то же означают, порьяны и колгны, да, но у вас сразу картинка всплывает, которая относится к этому слову. Поэтому такая, на порьяны у меня такая воздушная девушка, такая летящая, а на колгны такой, либо очень уставший, кто-то уже бредет, колгны такая немножко тяжесть в этом слове есть какая-то. Вот, ну ладно, это лирика. Смотрите, дальше, да, Юля, у тебе повезло на шанге. Да, наша это вот advanced. Это самое легкое. То есть, Да. если что, самое легкое? Ну да. Нет, это самое трудное. Ты чё? Носитель Ну, давайте может быть. посмотрим. Сначала Юля Может, в прочитает, потом Башкирии мы это самое Надя. легкое в том Ну да. диалекте. Наверное. Может, потому что у Нади бабушка была, которая ей пекла Да, каждую да. неделю? Ну, Да. печь их проще, чем перепечь. Хорошо. Ладно, давайте. Давайте. Блин, подождите. Да, то есть вот Но ее когда- надо разделить его на 3 части и все, а потом связать. Да я сейчас параллельно пытаюсь сразу переделывать на причастие, потому что я старалась наоборот все сделать с предлогами, а теперь Это не переделываю. по-удмуртски. Не выпендривайся и молчи, а то микрофон. Сейчас я, когда я ем, мон картошка ен шаньгаосты щику Правильно. чужана Да. ереликте Мгм. маликешуано сомоне почку арня пыжишкиз монсаин гужем улыку. Мгм. У мой. А там точно малыкешоно, а не суинык. Потому что малыкешоно. Суинык. Да. Поэтому, Мгм. Да. потому что малыкешоно. Да, либо уга, угощ вы могли еще использовать. Да, Юля, все правильно, сейчас будем шлифовать. Как бы, да. Смотрите, да, ну шанги или шаньгаос, это все от диалекта зависит, как употребляют, кто как. Картошен шанги, щиекум, да. Здесь тоже выражение, я вспоминаю, пищаная методом вайшкон, ну, естественно, либо вы бабушку по маме, либо по папе вспоминаете. У меня по Фрейду, потому что бабушка по папе пекла шанги. Вот, дальше ерам ликте, да, приходит в голову. Вот как образуется тодан и ерам, это как раз сегодняшняя тема будет урока, мы это дальше с вами посмотрим. Вот, то есть либо приходит в голову, приходит на ум, либо тодан вайшко, это буквально на память приношу. То дам. Да, да. Вот, и пищанайме, если мы приносим в память кого, то тогда аккузатив с лично-притяжательным. А если в голову приходит, то без аккузатива? Да. Пищанай же. Пищанае или чужанае ерамлыкте, да, то есть здесь она как бы приходит, а здесь я привожу бабушку. Да. Вот, малыкешоно со арнялы быде, арнялы быде, да. И если Олечка, Оль, прости, можно перебить? А шаньги ты вообще без какого-либо спряжения, да, используешь? Да. То есть шанги... Это как действие, то есть когда я ел шанги с картошкой. То есть здесь как я ем бананы, я люблю апельсины. То есть
здесь не подчеркивается, что они вчерашние, черствые и так далее. И прочее, прочее. Вот, 100 огнявы БД, да, то есть, если вы написали коть огняе, это не ошибка, но это менее такой правильный удмуртский язык. Там еще Монпанна надо добавить для меня. Так, для меня. Ну, здесь Для можно меня, либо мыным, либо монпонна. Монпанна я написал. Монпонна. Так, или мыным. Я бы здесь сказала мыным, это проще монпонна, потому что ради меня здесь чуть-чуть слишком пафосно. Пыжички, да. Дальше смотрим, да, вот 3 возможных варианта, все правильные, да, есть более идеальные. Смотрите, пыжичкис, да, пыжичкис это прошедшее время, но здесь у нас есть некоторая продолжительность. То есть она это делала в течение какого-то времени. Я же там не один день был, да, не один раз она пила, а как бы вот каждую неделю, когда я жил у нее. Поэтому лучше было бы, если бы вы сказали пыжишкева, да, то есть она выпекала. Понимаете, да, что это за форма? То есть это у нас длительное прошедшее. Ну, мы ее, кстати, хотели разобрать и не разобрали. А мы же смотрели, мы их разбирали. Ну, нет, ты нам просто показал, что они есть на этом, на Да. презентации, но разобрать мы не разобрали их вообще никак. Правда. Когда они употребляются, в каких случаях? Ну, вот как раз вот этот случай, да, то есть здесь скорее надо чувствовать, наверное. В колдыщине очень много было этой формы, длительной, многократности. То есть здесь пыжички воспринимается как один раз. Она выпекла, а здесь она выпекала было. То есть она это делала длительно. Вот, надо разобрать. Хорошо, я запишу себе. То есть я равле, потом сложные прошедшие времена. Да, смотрите, дальше. Здесь можно было еще сказать пыжишклевал. Чем отличается пыжишке и пыжишкле? Вроде бы только буквой «л», да? На самом деле это суффикс многократности. То есть здесь мы еще больше подчеркиваем длительность и многократность. То есть есть глагол пыжишкны, а есть пыжишкны и пыжишкны. Многократно выпекать. Вот этот суффикс «л» многократности особенно любят северяне. Я сейчас пример не вспомню, но есть такие глаголы, где северные удмурты ставят по 2 суффикса, чтобы подчеркнуть. И примерно это звучит как «хля-ляны», типа такого. То есть ля-ля-ля, такое чувство. Ля-ля-ля, да, потому что «л» это в первом типе глаголов, там, где «ыны», а «ля» это... То есть, например, «кырджаны» — это «петь», да, а «кырджаляны», вот «кырджаляны» — это многократно. Ну, в русском нельзя это за счет приставки сказать «попивать», то есть многократно это делать. Вот в венгерском есть тоже такой суффикс, а в русском такого суффикса нет. Ну, русский менее может быть суффиксами в этом смысле. Вот. Тоже вам пришлю на эту тему. Вот у меня это как раз было на прошлом уроке во время карантина, скажем так. Вот песня такая, где как раз эти формы многократные используются, чтобы вы посмотрели. Умой. Может быть, на следующем уроке. А, кстати, Оля, последнее. Я вот через союз написал «Куке мон содорынули». Да, это более русский вариант. Да. Тоже принимается... Как-то мне уже казалось. А дорын это же дома, да? Содорын. А там Ну, же про дом ничего нет, там про лето, а гужем вы не использовали. У нее содорын. Мон содорын гужем увыкун. Вот. Все использовали. А у нее соин нельзя у нее? Соин, ну можно, то есть просто здесь ты не слово в слово перевела, что в принципе правильно. Логика сохранилась, когда я жил с ней.
Но мы не знаем, где они жили. Может быть, бабушка к нам в город приехала. Такой вариант может быть. То есть я жил с ней. У и я нее. жил с ней. В смысле, в моем варианте. Да, да. Вот. Мгм. Воломон здесь все понятно, да, Ну, это сейчас? advanced. Ну, вроде да. Ну тут все красиво же, скажите, Да. ну красиво же. Прям вот такой красивый русский язык. Прям можно как, я говорю, как математика, высшая математика. Вот. Так, Ким Милямович, Юля Я- была, да? Мгм. Мон. Да. Ну, это простое, кстати. Хотя сегодня погода теплая, но ветер холодный. Тунне квай шуныткено тел кежит. Шанер, да, совершенно верно. И тут такой нюансик, да, но это опционально. Да, я не знаю почему, но Чей-то ветер. очень часто говорят в таких ситуациях про погоду особенно, что ветер его холодный. Видимо, ветер погоды, ветер чего-то. Это просто такой нюанс. Да? Мара. А? Иннара, да, наверное, бога Иннара. Нет, моря. квай да. же, наверное, пропускается. А может имеется в виду то, что он идет откуда-то с какой-то стороны света? Нет. Ну ладно. Веймар дует, поэтому его. Он То делает, есть, и ветер. да, про погоду, вот про ветер очень часто говорят «талыскежит». Тунне талыскежит, сегодня его ветер холодный. А кто за ветер отвечает? Ну, кваж, наверное, погода. Мгм. Кваж, вот они идут как раз кваж, колдыщин и май. Так, если выйдет солнце, будет теплее, Тёма. Шунды потыку ке шунит лугос. Угу. Если выйдет солнце, шунды потыку, это у нас когда выйдет солнце, да? А здесь условия. Там По потык, наверное, тыке он сказал, да? Тём, Нет, ты что сказал? потыку. Потыку. Потыку одним словом, что ли? Это Потыку следующее. ке, я сказал. Да, это следующее. А тут по тос берем. Да, тут Ты. условия, тут не время. То есть ку это про время, когда. А здесь у нас про условия. Шунды потиски, шундгеслос. Теоретически еще может прозвучать такая фраза, как шунды потиса, шундгеслос. То есть будет теплее, выйдя солнце. То есть как будет теплее? Когда солнце выйдет. Да, такой тоже вариант возможен, но он менее очевиден, тем более для вас. То есть вот в данном случае как бы такой вот идеальный вариант, если вы скажете через «ке», да, это у нас условия. Если мы говорим про время, да, то есть здесь уже как раз когда выходит солнце, не если, а когда. Это у нас Маша Лыджос. Так. Это я. Мгм. Что? Шунды потыкус, шунтыгес луос. Шунетгес лос, да, и все-таки вот эти лично притяжательные, они только с людьми. Тогда То шунды есть про потыку. природные явления мы не будем так говорить. Шунды потыку, шунетгес лос. Если вы хотите, да, если вы, вот здесь для сравнения, шунды потеки, шунетгес лос. Если выходит солнце, становится теплее. Да? То есть вот как бы, смотрите, разницу. То есть когда выходит солнце, шунды потыку, шунетгесло. Если бы вы... Я думала, что тут смысл использовать союз, и я использовала союз ку, если честно. Ну, потому что два предложения рядом, два разных союза на примере. Вот куке как раз, да. Да-да-да. Тоже говорят, особенно сейчас, вот, Вот. молодое поколение, вот, чаще говорят через ку-ке. Но это вот правда уже такая чистая калька с русского языка. Да? То есть если в удмуртском когда заменялось деепричастием ку, то здесь, видите, прям и постановка местоположения этого союза соответствует русскому когда. То есть это такая уже чистая калька с русского языка. Вот. Угу. Мы посадили цветы перед домом, Надя.
Мгм. Мы посадили цветы перед домом, чтобы было красиво. Миша шкамертим коркайжан, чебермедло шуйса. Супер. Так, куркажа мы только там будет. Или куркажи. Поскольку мы это еще сейчас не проходили, и это будет сегодняшняя тема, пока просто, что мы перед домом. Пока не подчеркиваем, что это наш. Корка ажа мы было бы, да? Вот как ты написала? Ага. Да, мы. Шашкамертимы. Да, или пуктимы тоже. Пуктимы я написал. Пуктимы, да. Да, пуктимы. Нет чеберлос. Шуса. Или чебергес, наверное. Ну, можно и так, да. Там совсем-совсем, чтобы там. Но это чтобы красивее, а тут было, чтобы было красиво. Разница есть. Чтобы было красиво, Правильно. красивее. Так, мой. Манишко Мажвань, Юля. До окончания карантина он работал, сидя дома, никуда не выходя. Ох, мне бы так. Содарин пукаса, но качино ветлитек, карантин лен поможас ужам. Угу. Да, хороший вариант. Здесь я до окончания карантина предполагала, что вы сделаете через эту глагольную конструкцию карантин лен поможас. Да? Ну, Вот, я так и сделала, да. нет, то, как ты сделала, это воспринимается карантин как существительное у тебя. Угу. Здесь смотрите, как, то есть до окончания, как бы пока не закончится карантин. Карантин было точно. Окончание точно. Где причастие ты имела в виду? Да. Карантин лен поможас. Так тоже скажут. Могут сказать, да. Пум это конец, поможас до его. То есть вот это поддержка. Мы это не проходили в этом году, это я так вспомнила. Молодец, да. До раз ужас. До раз покажа ужас или ужам, да, если мы не были свидетелями, и вообще это как бы история такая. Но качино потатек, но качино ветлытек, да, потаны это выходить, ветлыны ходить. Ветлытек. Но смысл общий правильный. Ветлытек. Ветлытек, да. То есть, смотрите, я вас не призываю прям вот стопроцентно, да, как бы переводить, чтобы прям слово в слово. Если вы даже что-то не знаете, да, я вам как переводчик говорю, вот у вас ситуация, вы не знаете этого слова, попробуйте его описать, попробуйте найти его синоним, эквивалент. То есть не обязательно прям слово в слово переводить, тем более в удмуртском языке, может быть, нету таких форм, или используют совершенно другие конструкции, да, то есть сейчас, когда вы переводите, у вас немножко перекраиваются мозги, то есть вам надо начинать, видя русское предложение, думать по-удмуртски, вот, и, да, в общем, вот, что я хотела сказать. Так, Марк. Ну а вот здесь я, кстати, не понял, как эту конструкцию достаточно на 2 недели. Как бы вы по-английски сказали? Ну что-то через мон, наверное. Да, вот правильно. Да, может быть мон, что-то такое мон, щигарет башты, как-то там к корнят ирмымон. Шонер, да, правильно, только тут еще будет... Ну вот, последний момент мобилизовался. Молодец. Супер. Так, смотрите, тырмымон, да, достаточно тырмыны наполняться, хватать, здесь тырмымон, вот не знаю, как в английском, enough было бы, да, но, да, тут не совсем соответствует английскому. И смотрите, временной период, да, я купил на какой-то период времени, на какой-то... Дырья, может быть? Нет? Нет, вот я вам показываю, что это здесь дательный падеж, арнялы. Какой падеж? Арнялы. Дательный. То есть вы какой-то период закрываете. Я уезжаю на 2 дня на дачу. Точно, да. Как бы вот вы закрыли эти 2 дня. Я уехала на лето к бабушке, Бужемлы.
Да? Мгм. Вы закрыли этот период. Еще тут дательный падеж с временем. Если у нас есть точное время, например, к 5 я пойду к 5 куда-то. Вот к 5 мы еще тоже через датив скажем. То есть какое-то время точно, к какому-то времени. Умой. Угу. Так, Тёме досталось такое вот. Да, я сегодня уже готова вытащить теплое пальто и варежки. Угу. Потерпи, завтра потеплее уже будет. Да? Хорошо. Так, что-то я тут понаписал. Давай. Кижит, Да. Угу. кижит бере шунит пжсе ачи монт пальто, но... Блин, я не дописал, походу. Давайте посмотрим, да, на это предложение. После того, как похолодало, после того, как... Кижит пирожкем бере. Да, правильно. Помните, у нас было там с бере два типа предложений, и как раз вот я вам тоже дала специально два типа предложений на перевод. Здесь речь идет про время. Да, и давайте посмотрим тогда прям. Пашки житским бере, моншуны Скембери. пальтоменно пожне поты. Здесь речь про время, то есть после Как того, я как... сказала, можно сказать? Как ты сказала еще раз? Кижит корешкем. Да, это синонимичные конструкции. Куаш кежит корешкем бере. Кежит корешкем бере. Здесь главное что? Здесь вот надо, чтобы было отглагольное вот это существительное корешкем. Кежит да? То есть вот когда про время с послелогом бере или с союзом, он точнее уже как союз будет, с союзом бере употребляется отглагольное существительное. Давайте я это сюда прям допишу. Если речь о времени после того, как, да, то есть вот эта конструкция, то... Неочевидное прошедшее. Или неочевидное Как прошедшее. проще. Или... Тут неочевидное, а там очевидное. Да, поняла, да. Сама же в прошлый раз так говорила. Да. Да, после того, как неочевидное прошедшее плюс бере. Да? Вот, да. Тут все остальное понятно, да? То есть я достал свое пальто и свои варежки. А чем я сам? А чем это я сам? Но здесь просто подчеркивается, что свои вещи, то есть здесь от чем можно ставить, можно не ставить. А здесь уже бере условие, да, или следствие какое-то. Здесь не тот случай, да? Я вот Не вообще написала Очевидное прошедшее. или кижитаны бере, или кижит плуос бере. Кежит в Озбере – это про будущее время. Раз похолодает, Кижит вал бере тогда. нет, раз было холодно, А если с глаголом кижитаны, то тогда... кежитскны, глагол кежитскны у нас. Маш, кижитские тогда. Давай, вот смотри, Маш, кежитскны, глагол кежитскны, или его аналог кежиткаришкны, делаться холодно, да? Вот, это глагол. Здесь у нас что? У нас раз похолодало, надо топить печку. Как бы условие или в основном предложении, в главном предложении следствие, да, раз похолодало. Вот когда в русском раз, то надо очевидное прошедшее плюс бере. То есть там у нас было про время, а здесь условия в придаточном. Значит, очевидное прошедшее плюс бере будет в придаточном. Тогда кижит из бере.
Да. Мгм. Гур эштоно или гур эштыны куле. Да, гур эстоно или гур эстыны куле. Вот, и раз тут всплывали разные виды, смотрите, да, куаж у нас, во-первых, факультативный, потому что и так понятно, кежицкий сбере, что речь не про батареи. Куаж кежицкий сбере, куаж кежицкос сбере и куаж кежицке бере тоже можно все встретить. Смотрите, куаж кежицкий сбере, гур эстоно. Раз похолодало, ну как вот здесь, да, соответствует тому, что здесь написано, куаж кежицкосбере гур эстоно. Что это будет означать? Раз похолодает, надо топить, да, то есть про будущее время тоже можно так сказать. Куаж кежицкебере гур эстоно, да, например, тоже. Раз похолодает, топить. Просто раз у нас здесь похолодало, как бы случилось уже, поэтому мы использовали так, что надо топить печку. А здесь уже немножко другие будут условия. То есть куашки жицкебере гурастоно. Как бы, ну, здесь тоже, в принципе, везде во всех условиях. Вот. Ну, то есть вот это похолодало можно заменить и настоящим временем, и будущим. Просто немножко нюансы будут разные, про разное время. Угу. Так, раз твой дедушка любит рыбачить, ты, наверное, знаешь название всех рыб на удмуртском языке. Вот здесь как раз любит рыбачить, да, тут не про прошедшее время, то есть здесь у нас вот... Настоящее будет. Да, тут будет настоящее как раз. Угу. Давайте, кто у нас? Маша? Надя. Вот, это как раз про моего персятая. Супер. Он любит рыбачить. Блин, ну у меня на самом деле такой креативный перевод. Давай, креатив. Тынат персятает, но уже я знаю, что лучше просто персятает, да? Угу. Ты как хотела сказать? Тынат персятает, я бы сказала. Угу. Ну, я бы, наверное, у нас в деревне бы так сказали, мне кажется, тынат дыдыет, мама говорит. Тынат подчеркивается, если... Ну, в общем, я бы сказала. Да. Тынат персятает яратеки чорганы, то, наверное, ван чорыгьёс немей стодышко удмурщамен. Угу. Почти. Можно я попробую еще? Ай, блин. Ой, дай, все не Написано. показывай. Ну же написано. Нет, уже нечестно. Ну ладно. Чужитает чорыганы ярабере, то удмурт шамен чорыг ваньзы немьёс тодышкодыр. Угу. Дыр, хорошо, да. Да. Вот, то есть здесь надо бы название в аккузатив поставить, да, потом... Немьёсты. Да, но башкирии могут сказать немьёс. Южане любят убирать вот этот суффикс, аккузатив. Любит рыбачить. Яра – это нравится. Ярате? Ярате, да, здесь... Если говорим яра, ему нравится, то тогда дедушка будет в дательный падеж склоняться. Да. Ну смотрим. Пещадаэт чурыганы ярате берет, тон вань чурыгьёслэш удмуртним ёстэс тодышко дыр. Вот, по-моему, ни у кого не услышал. Нет. Или тон вань чурыгним ёсты. Вот, можно было выкрутиться вот так. Рыгнемьёс, рыбные имена, так тоже? А я вот так и сказала, только я ваньзы сказала. Ваньзы немьёсты. Ну, немьёс. Я вот так сказала, ванчурык немьёс. И я тоже. Ага, супер. Смотрите, давайте поэтапным, да, тогда. Смотрите, вань и ваньзы. В чем отличие? Вань – это определение. То есть после него идет какое-то существительное, плюс существительное, да, ваня дямиос и так далее. Ваньзы – это они все,
То есть вот это «зы» – это вообще-то лично притяжательный суффикс. Да. Как будет «мы все»? Вань-мы. Вань-мы, вань-ды, вы все. То есть и вот это не может идти с существительным. Если только в конструкции «ми вань-мы, адямиос», мы все люди. Но там уже получается «вань-зы», «вань-мы» – это подлежащее, а «адямиос» – это уже сказуемое. То есть они относятся к разным частям речи. Здесь вот как раз, да, то есть «вань-зы», «чорык» не может быть. То есть здесь только «вань». Здесь только определение возможно, местоимение, ну, то есть это как определение местоимения, но никак не ваньзы. Потом, чорганы яратегери, порядок слов, да, вот это лучший вариант. В удмуртском языке, если сложно составное сказуемое, из двух слов состоит чорганы ярате, ветлыны угбыгаты и так далее. Спрягаемая часть становится в конец, изменяемая часть становится в конец. Вот, их желательно не разбивать, то есть чурганы и яраты, между ними лучше ничего не ставить, потому что это цельное сказуемое. Дальше, тон ванчургёс слэш, удмуртнимёсэс, тодышко дыр. Дыр, да, это вводное слово, наверное, оно не может стоять в начале предложения, оно только всегда после какого-то слова должно идти. То есть дыр могли мы перекинуть тон ванчургёс дыр, удмуртнимёсэс, тодышко. Но никак нельзя сказать дыр-тон. Начало его никак не поставишь. Хотя бы одно слово надо перед ним, чтобы было. Можно уточнить, ванчуры гнимьёс ты, наверное, там, нет? Я говорю, что здесь может быть вариант, что особенно южане, они любят убирать. Я бы сказала, да, что ванчуры гнимьёс ты тодышко. И удмуртский сюда не вписывается. Ну, вань, чурыг, удмурт. Удмуртщамен или удмуртен, то дышкот можно в таком виде. Ванчуры гнимьёсты, удмуртщамен, то дышкот дыр. То есть ты знаешь имена всех рыб по-удмуртски или удмуртен по-удмуртски, тоже так можно сказать, удмуртен через строительный падеж. Вот, умой. И беркуметы предложения мы, и последнее предложение у нас Юля читает. После того, как проснешься, позвони мне, шейкамет бере, жингырты. Сайкамет бере, жингырты. Да? Здесь, да, султамет или сайкамет. Сайкамет – это вот прям процесс проснулся, да, еще, может, лежишь в кровати. А султамет бере – это уже… Как встанешь. Да. Вот, и смотрите, да, как раз здесь плавно переходим посредством этого. Смотрите, можно сказать то, как… Давайте я пока уберу это, чтобы не путать. Смотрите, здесь можно сказать двояко. Здесь у нас есть послелог бере, который как союз иногда выступает, да, в значении союза воспринимается. Здесь он ведет себя грамматически как послелог. Вы можете сказать султамет бере, либо султен берат. То есть смотрите, что происходит. Вот у нас есть лично притяжательный суффикс султамет бере, то есть после твоего вставания. А здесь во втором случае берат уже, что это речь про тебя, перекидывается в послелог. То же самое Надя в начале урока сказала корка ажамы. Да? Не корка мы аже, а корка ажамы. То есть вот лично притяжательные, они могут перекидываться на послелоги. Давайте это посмотрим. Во-первых… Простите. Начнем с того, что, да, вот возьмем два слова бакча и гурт. И сразу запомним, да, что бакча заканчивается на гласную, гурт на твердую Т. Вот, посмотрим, как они будут себя вести в притяжательном склонении в трех падежах. Это так называемые локальные падежи, да, вот базовые, которые мы первыми прям взяли, где, куда, откуда. Вот что будет, если существительное с лично притяжательным суффиксом, и оно встает в эти локальные падежи.
Да, во-первых, давайте вспомним наши падежи. Вот смотрите, именительный номинатив, да, здесь все легко. Гурте, гуртет, гуртес, гуртмы, гуртцы, гурты, гуртцы. Здесь лично притяжательные просто добавляются к корню слова. Здесь на что мы обращаем внимание? Вспоминайте, что здесь важно помнить. Кто помнит? Юля помнит, наверное. Как здесь обусловлен выбор? А Юля по телефону разговаривает. Понятно. Надя, ты Звук. помнишь, знаешь? Все, я здесь. Юля, давай, спасла меня. Что такое? Что Мы случилось? обсуждаем притяжательное склонение. Смотрите, в удмуртском языке два склонения. Я помню, Простое и Вопрос, почему я притяжательное. Надю спасла? Это я слышала. Я Сейчас мы дойдем, да, я еще раз проговорю, чтобы ты тоже участвовал. Простое, когда нет притяжательных суффиксов. Притяжательное, если есть притяжательные суффиксы у существительного. И в номинативе, вот как бы первый шаг, вот у нас слово гурт, да, и мы его в номинативе снабжаем лично притяжательными суффиксами. На что здесь надо обращать внимание? То есть, как бы, добавляя суффиксы, на что мы должны обращать внимание? Юля, вот ты спасаешь сейчас Надю. На лицо? Нет, на вот Д, З, Т, М, это как в глаголах. Да, во-первых, надо обращать внимание, что у нас в конце. Глухая или звонкая? Там Глухая от этого или будет звонкая? зависеть Д и З. Да, Д и З. Да. Если Да. бы здесь была звонкая или гласная, да, бак-ча-ды, да, я вот пока так допишу, а потом уберу, чтобы красиво было. Бак-ча-ды, да, то есть здесь у нас либо звонкая и гласная, либо глухая. То есть либо ты вариант, либо сы, в зависимости от того, глухая, звонкая. Дальше на что мы еще обращаем внимание? Вот бак-ча-е, бак-ча-ед, бак-ча-ес. Твердый или мягкий? Ну, да. То есть мы еще ЗЛНСТ. смотрим конечное ДЗЛНСТ, твердое или мягкое. Вот в слове гурт Т твердое, поэтому у нас вариант И еще один такой очень удмуртский. Наверное, помнит. Что еще раз? Еще один нюанс очень такой удмуртский. Так. То есть, например, еще третий вариант слова приведу. Не мы. Исключение, что ли? Нырыд. Нырыд, в смысле. То есть у нас для... Множественное число. А это Да. те, которые какая-то категория. Неотделяемые. правильно. Неотделяемое, да. Неотчуждаемая категория. То есть, когда мы добавляем притяжательные суффиксы, нам надо держать в голове три вещи. Первое. Если это множественное число, и если это категория неотчуждаемая, то мы добавляем суффикс «ы» в единственном числе. Мой нос – ныры, твой нос – нырыд, его нос – нырыз. Да? А все дальше также нырмы, нырды, нырзы. То же самое со множественным числом. Да? Например, деревни гуртьос, мои деревни гуртьосы, твои деревни гуртьосыт, его деревни гуртьосыс. Дальше все то же самое. Гуртьосмы, гуртьосы, гуртьосы. То есть вот эта неотчуждаемая категория, множественное число, суффикс «ы» добавляет в единственном числе, если обладатель один. Я, ты или он, она, оно. Дальше. Это первое, да, было. Смотрим, это неотчуждаемое или множественное число. От этого зависит выбор «ы» или «эе». То есть у нас идет противопоставление «ы» и «эе». Внутри «эе». Что происходит? У нас вариант «э» пишется после твердых ДЗЛНСТ в корне. И плюс еще, если слово заканчивается на «ую». Например, слово «ю», «ю» – это зерно. Твое зерно будет «юэд». Вторая какая буква? И «у».
ву, вода. Твоя вода будет вуэт. То есть вы прям можете себе как бы еще раз, да, это мы все проходили, конечно, но я понимаю, что, во-первых, нет практики, во-вторых, вот сейчас вы уже, как бы мы прошли большую часть грамматики удмуртского языка, и сейчас мы можем как бы снова возвращаться, прокручивать в голове, и у вас чуть-чуть уже более систематизированно будет все ложиться. Смотрите, вы можете для себя как сделать, да, как бы я сделала. Вот вы делите листочек на две части. В одной части вы пишете «ы», в другой части вы пишете «е». Ну, потому что же действительно так, да. Там, где «ы», вы пишете множественное число, да, то есть маркеры ос, йос на конце слова. И второй пункт – это вы пишете неотчуждаемая категория. В неотчуждаемой категории, даже, честно говоря, проще запомнить эти слова, чем думать, да, то есть туда относится часть тела, буквально два родственника, младший брат и дочка. Туда относятся такие слова, как временные указатели год, день, время, вот. А второй столбик, там, где у нас е написано, вы туда пишете, да, значит, когда у нас пишется твердое ДЗЛНСТ и корень на ю. И примеры. Юэт, буэт. И е у нас пишется после всего остального. Да? То есть е у нас самый такой последний вариант. То есть мы всегда видим слово существительное. Первое мы определяем, оно является исключением неотчуждаемой категории, стоит ли оно во множественном числе. Если нет, то мы перекидываемся на второй столбик, смотрим конечное твердое ДЗЛНСТ, или конечное ую. Если так, то мы ставим если нет, то мы со спокойной душой выдохнули, весь алгоритм прошли, ставим е. Соломон? Ну да. Ну да. Ну все как, так работает во всех языках, то есть как бы есть определенная пошаговая инструкция, если эти языки не совсем какие-то простенькие. Вот. Значит, в винительном падеже, да, у нас происходит такая стыковка суффикса падежного и лично-притяжательного. Гуртме, гурте, гурце, гуртмес, гуртес, гурцес. Да, здесь просто надо запомнить. Здесь опять тоже могут быть звонки. Бакчадес, да, бакчазес. Звонкость, глухость. Здесь то же самое. Бакчаде, бакчазе. Да, глухость, звонкость здесь тоже играет роль. Дальше родительный падеж. Здесь все легко. Мы просто суффикс «лен» добавляем после лично-притяжательного суффикса. Разделительно. Да, приличный падеж очень. Разделительный падеж. Да, тоже очень хороший падеж. Да, дательный, тоже все замечательно. Так, у меня вот все полетело, потому что тут дописала слов. Творительный. Вот с творительным уже надо немножко разбираться, да. Но тоже достаточно легко, потому что почему? Тут у нас получается суффикс падежный гуртен, и мы к нему добавляем лично-притяжательное. Просто они менее стандартные, то есть они модифицированы, да. Гуртены с моей деревни, гуртены твоей деревни, гуртены с ее деревней, гуртены мы нашей деревни, гуртены вы вашей деревни и гуртены вы их деревней. Да, то есть вот в этой первой части нам надо, во-первых, правильно выбрать притяжательный суффикс, потом винительный падеж и творительный падеж, они выбиваются из общей картины. Во второй части, да, как бы в падежах с 7 по 11. Лишительный, когда мы кого-то лишаем чего-то, без чего-то, да, то есть антоним творительного падежа, тут тоже все легко, тут вообще нет глухости, звонкости, тут всегда будет тег. Соответственный падеж, который очень редко употребляется уже, и
Здесь тоже все легко, как бы к основному притяжательному суффиксу без изменений присоединяется суффикс «я». И дальше вот идут падежи, которые нас будут сегодня особенно интересовать. Местный, входный, исходный. Здесь все будет очень занимательно, увлекательно. Вот мы это разберем отдельно. Есть еще падежи, о которых мы вообще еще не говорили. Они Предельный. да, отдалительный, переходный, предельный, направительный. Это все про направление в пространстве. Сейчас все больше, ну, возможно, опять-таки под влиянием русского языка, вот эти падежи, они вытесняются послелогами. Вот. Но об этом мы тоже поговорим отдельно, они будут отдельным теплом. То есть нас сегодня интересует три падежа. Три падежа: местный, входный, исходный. Местный статика, где, входный куда, направление движения, исходный откуда, да, тоже движение, покидание чего-либо. Здесь, значит, мы возьмем эти три падежа с притяжательными суффиксами. Итак, да, вот. Плюс в чем? То есть вот из этих трех падежей вы уже здесь видите, что местный и входный, то есть вопросы где, кытын и кыцы, куда или кычы, да, они совпадают, уже хорошо. То есть нам надо вот запомнить две формы. Что здесь происходит? Смотрите, возьмем вот слово бакча и гурт. Бакча. Во-первых, с корнем вообще никаких изменений, да, плюс в удмуртском языке с корнем у нас изменений не происходит никогда. Происходит изменение вот как бы в остальной части, в суффиксальной. Здесь, чтобы сказать, что в моем огороде или в мой огород, то есть статика где и куда, направление движения, здесь будет добавляться суффикс «я», и дальше будут идти вот эти лично-притяжательные суффиксы. Да, здесь вот хорошо запомнить слово «медуза». «Медезе», «мыдызы». То есть мы всегда знаем, что это множественное число. Да, у нас всегда встречаются вот эти «мы-ничко-ды», и в будущее время «мы-нозы». Да, вот эти «мы-дызы», они встречаются и в глаголах. То есть мы нам бакчаям в моем огороде, ты над бакчаяд в твоем огороде, сон бакчаяз в его огороде, милям бакчаямы в нашем огороде, филят бакчаяды в вашем огороде и сосон бакчаязы в их огороде. Да, то есть вот здесь, сейчас перейдем сюда. Здесь и в моем огороде, и в мой огород, то есть и направление, и статика. Сравните, да, бакчае мой огород, бакчае твой огород, бакчае его огород. То есть здесь вот е, ед, ес, они заменились на ям, яд, яс. То есть дз, оно сохранилось, а в первом лице вообще модификация сильная прошла. Бакчамы наш огород стало бакчаямы, то есть здесь фактически добавилось просто я. Бакчады ваш огород и бакчаяды в вашем огороде или куда в ваш огород. Бакчазы их огород и бакчаязы в их огороде или в их огород. Да, пример предложений. Бакчаям чебер. У меня в огороде красиво. Бакчае чебер. Мой огород красивый. И бакчаям сугон мертушко, сажаю лук на огороде. Сажаю на своем огороде, да, не на соседском. То есть еще раз, мы медезе, мы дызы, да, то есть совпадают вот эти согласные, и между корнем и этими суффиксами мы добавляем суффикс «я» после слов, которые оканчиваются на гласную, и еще мягкий знак здесь тоже будет. Если слово оканчивается на согласную, то тогда у нас вариант А будет. То есть не на мягкую согласную, сюда напишу, не на мягкую согласную, то тогда
у нас будет вариант А. То есть все то же самое. Я идет после гласной и после мягкой согласной, а после всего остального. Гуртам в моей деревне, гуртад в твоей деревне, гуртаз в его деревне, гуртамы в нашей деревне, и гуртады в вашей деревне, и гуртазы в их деревне. И то же самое с направительным, да, то есть и статику, и направление может указывать. Угу. Вот. Что происходит с падежом исходным, когда движение откуда-либо, вопрос «кытыщ». Здесь вот это «а» и «я», которое было в серединке, оно заменяется «ишь-ты» там. Да, запомните, «ишь-ты», да, какую-то аналогию проведите, то есть «медуза» остается, а здесь «а», «я» заменяется на «ишь-ты». Например, огречный помидор бахча ишьты мы щишком. Мы едим огурцы и помидор со своего огорода, да, или из своего огорода. То есть вот ишьты уже показывает нам, что это откуда. Гурт иштым кавы кошке. Люди уезжают из моей деревни. Угу. Посмотрим, как это все выглядит. То есть, смотрите, кцы, кчи, кытын, куда и где совпадают формы. Здесь у нас, еще раз напоминаю, либо «а», либо «я». А у нас идет «ишты». Угу. Вот, гуртам, гуртыштым, гуртат, гуртыштым, гуртаз, гуртыштыз. И везде вот это МДЗ. То есть просто надо запомнить начинку между личным суффиксом и между корнем слова. Гуртамы, гуртыштымы, гуртады, гуртыштыды, гуртазы, гуртыштызы. Да? И смотрите, вот мы смотрели это существительное, да, то есть показывают, откуда, когда есть притяжательный суффикс, притяжательное склонение. То же самое будет происходить с серийными локальными послелогами. Смотрим. Вот все мы то есть мы все помним, у нас есть серийные локальные послелоги, которые обозначают местоположение объекта в пространстве. И мы смотрели эти три послелога, хотя они могут изменяться по всем локальным падежам, мы сконцентрировались на трех вариантах, то есть статика, где, например, на столе. А как еще раз эти послелоги называются? Серийные? Серийные, локальные. Серийные почему? Потому что серийные. Чего? Да. Алло. У меня интернет глючит. Ну, бывает, да. Смотрите, серийные почему? Потому что есть основа will, да, вот, например, самый такой ходовой, наверное. Есть основа will, и потом мы к ней добавляем разные падежные суффиксы. Will на, да, суффикс in. Will куда, на поверхность чего-либо. Откуда с поверхности стола, например, will. И остальные локальные падежи тоже, то есть эти серийные послелоги могут и стоять и в отдалительном, и в предельном, и в направительном. Мы просто берем самые пока базовые. Вот. И поэтому они называются серийными. Серийными и указывают на пространство, поэтому на местоположение в пространстве, поэтому локальные. Вот, что происходит? Смотрите, это вам стандартная знакомая фраза Джек Виллен на столе, статика. Дальше, если мы узнаем стол его, мы узнали новую информацию, что стол, нам надо подчеркнуть, что стол его и на его столе. Да? Есть два варианта. Первый.
Ну ладно, не видно. Так. Есть два варианта, как это передать. Вы можете лично притяжательный добавить к существительному, да, Джекес Вылен. Начну со второго. Надо было лучше вот так. Извините. В процессе. Вот. Джекес Вылен. Для вас это понятно, потому что вы добавили лично притяжательный к существительному. Это стандартно, правильно? Это для вас знакомая история. Вот. Но в удмуртском языке возможно и сделать по второму варианту. И он очень часто используется. То есть говорят и так, но мне кажется, даже второй вариант чаще, когда лично притяжательный перекидывается к послелогу, на послелог. И послелог, соответственно, он же был вылын, он же был в локальном падеже, то есть он был в местном падеже где, и теперь он меняется как существительное с лично притяжательным суффиксом. Поэтому мы смотрим, да, это было Джек Вылын, смотрим табличку, да, Кытын, это у нас вот в середине табличка, и речь идет о Солен, то есть вот пересечение, вот это нам интересно, вот это вот. Да. Я давайте зеленым вот так выделю, временно. Вот это пересечение нам интересно. То есть мы можем сказать либо Джекес Вылын, либо Джек Вылаз. Да? Гуртас, Джек Вылаз. Если у нас идут местоимения мон вылын на мне, то мы вот это мон можем отсечь и просто сказать послелог с лично притяжательным. Вылам на мне. То он вылын, вылад. Да, то есть видите, везде ын заменяется, везде ведет себя вылын как существительное с лично притяжательным суффиксом в этом падеже, в местном. Со вылын, на нем вылаз. Ашмёс, ми вылын, выламы. Да? Ашмёс означает, что мы с вами, то есть замкнутый круг. А ми это мы с ними. Ты вылын, вылады. Сос вылын, вылазы. Валамона, это понятно? Да. То есть я понимаю, что это немножко, да, перекроить мозги сейчас, но, да, вот. Смотрите, да, посмотрим, части тела. Какие с частями тела выражения? Вот смотрите, ератпон или пелятпон, да, пель, у нас было пель ухо, заканчивается на мягкую согласную, поэтому пелят, пон, положи в ухо буквально, или юр заканчивается на не мягкую согласную, не на гласную, поэтому ад, да, положи куда, положи в свое ухо, положи в свою голову. Что это означает, как думаете? Телефон мобильный. Запомни. Нет, диратпон запомни. Да, да. Пелятпон так тоже в прямом значении тоже может быть, да, положи, возьми трубку, положи к уху, да, там, если совсем бабушка не знает, как пользоваться чем-то, телефоном, да. Но такое значение не прямое, пелятпон запомни, положи в ухо или положи в голову, да, буквально. Ну, удмурты такие прямые, скажем так, да, без замысловатости. Имат квакапырос. Рот, куда твой рот зайдет? Лягушка. Нет, ворона. Ворона в рот зайдет. Залетит. Что это? Типа много не разговаривать? Ну да. Типа рот закрой. Помолчи. Да. Угу. Как? Дайте-ка запомнить. Имат квакапырос. Блин, сейчас я запишу даже. Подожди. Кстати, в Сарапуле Да, так говорят русские. Закрой рот, ворона залетит. Да? Может, это, ну, тут может быть и удмурту от русских или... Ну, это нет, это, возможно, какие-то вот такие обмены любезностями. Да, любезностями. Вот.
Мат, квакап и роз, да. Да, то есть Я здесь- вот запомню для некоторых. Да, ну и пилят пон запомните, хорошее выражение, запомни. Это для Ерас, мамы. Ерас Велбере Воронкаен Уткиштен. Ерас в его голове, да, раз, вот здесь бере тоже, да, переводится как, раз в его голове нет, воронкой не зальешь. О чем это? Раз тупой, то не поймет все равно. Да, правильно, правильно. Горбатова могила исправит. Да. Эншунты кьез гадят. Гать, да, грудь с мягким д на конце, поэтому яд ставим, не ад. Вот, эншунты, как думаете, что это за глагол? Шунтыны, шунит, эншунты. Согревать. Шунтуны согревать. Да, а эншунты не грей, да, не грей на груди, ну и догадайтесь, кто такой кьез. Змею грей. Да, правильно. Змею. Кый – змея, кьез – это аккузатив от слова змея. Так, не грей на груди змею. То да, ды ваеле, да. Здесь у нас то Блин, вообще память. То да, ды ваеле, как вы... Принесите вашу память. То есть, как вы переведете? То есть в моей памяти нет этого. То есть я не помню, я не вспомнил. Туда, но обычно даже вот но еще добавляют, по крайней мере, у меня на слуху. Туда много. Типа я что-то забыл, и я говорю, ой, туда много. Ну, даже не знала Из это. головы вылетело, там забыл и так далее. И с этим тот будет много вариантов. Туда муглыкты, мне не приходит на память. Да, туда много, нет на память. Туда мы боишко, мы вспоминаем. А тода ды ваяле И, как перевести? Помните, что в русском языке туда это знание какое-то. Вспоминать людей, у одной вспоминать Ольга уже зависает или у усопших, умерших Нет, у меня людей. тоже Будет зависает. ключевое выражение. Прям очень сильно, да. Оль, да, значит, это у тебя проблемы с интернетом. А может, нам нужно выключить микрофон? Нет, она зависает у нее с Нет, интернетом. у меня вы тоже зависаете. Алло. 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 У меня. Нет, микрофон, я думаю, что не сильно получится. Да, у меня тем более видео идет. Алло, Нет, так же. нет, а как вы без видео будете мой экран видеть? Никак. Не, с видео надо. А так вы видите сейчас, Экран видим, видите, звука да, кстати. слайд? Мы Да, видим, да. как ты квакаешь. Ага. Да, Как бы так. Как? Так, что-то с интернетом вообще плохо у меня второй день. особенно. Интернет, да. Так, дальше, смотрите, туда Дальше. Было туда так много, даже не помню, да? Так, гынсапек. Как переведете? Это подас гынсапек, это валенки. Да, у него на ногах валенки, да? Обычно ноги, ну, в таком в удмуртском аутентичном языке, ноги – это парные части тела, поэтому они воспринимаются как единое целое, как и сами валенки тоже. То есть здесь подас гынсапек, это означает, что у него на ногах валенки. Да, если на одной ноге валенок, на другой галоша,
то это палкудар. Палкудар. То есть буквально на половине ноги. Угу. То есть он в одном валенке. Кэт это живот, там Так, палкудар Гансепек, да? что? Угу. Он в одном валенке. В одном валенке. Куда? Нет, куда в Гансепек это означает, что он в валенках. В валенках. Да, у него всегда валенки. Он в валенке. Нет, Валенка. Потому что и Гансепек, и ноги. Угу. Слышите? Алло. Да. Через слово. Теряем безобразие. Там етис, да? Кэт это живот, там в мой живот задело. Когда живот болит. Что-то правильно, да. То есть там етис, ну да, вы съели что-то не то, и у вас живот задело. Живот схватило. Прямое значение, да. Это То есть прямое значение, конечно, тоже есть. Прямое значение тоже есть, когда там он задел мой живот, да, в живот задел. Но такое еще значение есть непрямое. Ерампырис. Вспомнил. Я вспомнил. Мне вспомнилось. Нет. Угореть. То есть зашло мне в голову ерампырис. Угореть. Типа в бане, когда перевариваешь? Да, мунчоин ерампырис, да. Ну, как говорят, в голову ударило. Правда, у нас не тот смысл в русском. Не, мы так и говорим тоже же, нет? Мы русские. Ударила напиться. Вот, Юля знает, что говорит. Вот, напиться по-удмуртски ерам счетиз. По крайней мере, вот у нас так. Да. Дало в То есть голову. дало в голову. Калька. А ерам зашло более постепенно, что ли. Вот. Сейчас я чуть уменьшу. Дальше, да, гадяг-яга или маляяг-яга. Можно и так сказать. Да, смотрите, что это может быть. Яганы, это же, да. Маля, грудь, гад, грудь. Да, яганы. Мон лэшти, маляяг-яга. Хвалиться? Бьет тебя в грудь. Да, то есть такой, ну не выскочка, а как бы ведет тебя я. Как это по-русски говорят? Эгоист. Ну, типа хвостун, но еще такой. Ну, типа выскочка, что ли. То есть как бы человек, который любит подчеркнуть, что это он. Выскочка, наверное, все-таки да. Выскочка. Щенмат пень паяны. Щенмат в глаза, да. Народу в глаза паяны — это разбрасывать золу. Найдите аналог в русском. Разбрасывать золу в глаза людей. Пыль пускать. Бросать Да. Да, пыль в глаза пускать. То есть мы золу пускаем, пыль в глаза. Пеймы кочин мат донга. Темно, ничего не видно. Да. Хоть в глаз. Буквально. Да, хоть, как по-русски говорят, хоть глаз выколи. Хоть глаз выколи, да. Да. Да, а здесь хоть в глаз толкни, донгны засунуть, хоть в глаз засунь. То есть обратно не выколи, а хоть в глаз засунь. Темно, как глаз, ну ладно, допишу. Адямилен шудес кияс. Ки — это рука в руке.
Как переведете? Шут – это счастье. То есть счастье человека в его руках. Да, здесь рука тоже как парная часть тела воспринимается как длинная. Угу. Так. Отсячить путаны хватать, отсячить сам себя, то есть взял себя в руки. Алло. О, Да-да. Вообще пропало надолго, да? да. Да нет, я слышу вообще-то. Не, пропал надолго. Отсячить хутис, это слышали? Нет. Взял себя в руки. А, да. Да, это... Отсячить кияс хутис, да. 15 уже не слышу. Да. 15 еще не было. Пекляет интияс пуктамына вел. Вот пуктамын, это мы будем проходить потом, это у нас причастие к постпозиции, то есть не поставлено от глагола пуктаны. Пекля – это почки. Тоже пекля как парные части, да, две почки, они как одна используются. Человеческие то есть почки. твоя, да, интияс, да, инты – это место, а яс на своем месте. То есть твои почки не на своем месте, да. Тоже, ну вот мы уже обсуждали, что у удмуртов четко передаются вот эти эмоции, характеристики через части тела. Вот, то есть, я не знаю, может, Марк, если у человека почки не на месте, он злее становится? Не доказано. Что говорит медицина? Так. Медицина что говорит? Почки. Марк! Я не знаю, почему почки. Ну, наверное, люди наблюдательные. Чего? Если почки не на месте, может, человек Нет, я про то, злее. что когда какое-то другое выражение есть про то, что когда человек злится, желчь Желчь. выделяется, Он да? выделяет желчь. Это что-то про зеленое было, да. Да. Вождесен Вот, вае. да, А в почках же это желчь не выделяется. В почках? Нет, А, желчь ну, выделяется потому в что- печени. Нет, в почках желчь явно не выделяется. Ну Желчь вот, и я и выделяется говорю, в при чем печени. здесь печень? Ой, печень, почки. Возможно, что... Ну, не знали а, удмурты. Удмурты где не желчь знали выделяется. строение внутри человеческого организма, наверное. Да. Дальше. Шинмат. Не, на самом юршер. деле у меня есть версия, потому что когда почки начинают двигаться, бывает сильно больно, и человек злится. Мгм. Болевые ощущения передаются на окружающих. Да. Понятно, да. Шинмат юршир. Да, тебе в глаза смолу, буквально. То есть, чтобы смола в твои глаза. Ну, ругательство, если... Чтоб типун тебе на язык. О, вот это уже по-русски. Мгм. Типун тебе на язык, смолу тебе в глаза, да. И вот здесь, да, у нас, вспомните, глагол сегодня тоже был «Еркур ящканы», да, тоже злость живет в голове. «Еркур ящканы» – это у нас злиться. Мгм. Выражение «Ерытке кур, ерат кур пертен». Тут игра слов, это по типу, знаете, «валнус калуис», то есть такой Мгм. каламбур. Если ты злишься, если у тебя голова кур, то есть злая, то тогда завяжи лубок. То есть здесь игра слов. Вот кур, у него значение есть лубок. Кур – это лубок. Так. Кур – это лубок, и кур, да, из выражения «еркур ящиканы» – злиться. И тут такая игра. Раз ты злишься, то тогда завяжи себе лубок на голову. Угу. Умой.
Так, смотрите, да, идем дальше, еще раз вот обсуждая про... Сегодня точно уже колдыши не будем обсуждать, мы лучше вот добьем эту тему. Смотрите, вот про... Как раз про послелогию Коркабер от Кеносет есть такая очень известная народная песня, и она как бы описывает обустройство двора усадьбы Удмуртской. Тут начинается с того, что за твоим домом твой амбар. Эх, шу, жиншу, ну, буквально, да, эх, скажи, жингыр, эх, вон за домом твой амбар. Да? Амбар, вот здесь вы видите на фотографии. Может быть, если у вас, вот, у кого-то из вас еще есть остатки амбара, вот, такое обязательное строение удмуртов, двухэтажные амбары. На первом этаже были вот разные мука, крупы и так далее. Ну, все, что для скотины, там какие-то технические принадлежности, да. А, наверное, жилое помещение, там шамфали. И молодая девушка, когда выходила замуж, она приданное завозила в этот амбар на второй этаж. И возможно, что именно поэтому название кенос, да, происходит от слова кен, сноха, кен, ос, а ос, возможно, что от слова эс. То есть буквально дверь снохи, вот это амбар, потому что это ее, ну, грубо говоря, была территория. Только там она могла себя более-менее спокойно чувствовать. В доме, естественно, они жили с семьей мужа, поэтому она была не главной в доме. Вот, и видите, здесь коркабер от кеносет. То есть вы могли бы сказать коркает берин кеносет, да? Это было бы то же самое, вот, но более музыкально, более ритмично, коркабер от кеносет. Это вы дома почитаете, то есть как бы посмотрите, что постепенно от дома они вышли в поле. И у этой песни на самом деле очень много вариаций, есть много продолжений вот этого, что на меже черная лошадь, за лошадью этот плуг, за плугом барана, за бараной сандыр, за сандыром собака, за собакой шерчик, скворец, еще было там за сандыром марьяет, то есть такая бесконечная песня. То есть смотрите, вот эти серийные, да, щерын, например, да, щерын, щеры, щеры. Что с ней происходит? Щерын, если за мной, щерам или мон щерын, да, щерыш, щерыш ты. Угу. То есть давайте я вам пропишу, и потом вас... Щерыш ты оттуда, то есть из-за меня. И здесь уже не надо лицо. Давайте сделаем У меня у одной зависает звук. Не-не-не, вообще ничего не понятно. Ну, вот так, понятно, но плохо. Ужасно. Смотрите, слышите, да, здесь люди. Да. До этого половину не услышали, да почти все. Слышите? Вот, смотрите, здесь послелоги. Ага. Повторяю. Значит, смотрите, здесь послелоги. Ваша задача сделать с этими послелогами лично притяжательные варианты. Я вам в качестве примера сделала щерын. То есть, как сказать за мной, да? За мной. Пойдем за мной. Или стоит за мной. И
из-за меня, то есть, слышите? Ну, плохо слышно. Алло, Ага. алло, Алло, ужасно. Плохо, Алло. но слышно. Так, давайте я вам задание дам, вы сейчас сделать. Сделать надо предложение. Опять Оля пропала, да? предла- Или как? Да, я здесь сейчас. Алло. Да, да. да. Да-да-да. Сделайте предложение. Вот сейчас я не нужна. Сделайте предложение. Вот здесь выражение, а здесь подсказки слова. Сделайте выражение, потом проверим. Хорошо? Давайте я вам даю 3 минутки. Я рам. Ой. Подождите, почему так уменьшил? Ой, еще А, меньше. Потому что... Ой, уменьшилось. Сейчас я верну. Так. Сейчас верну. Так, 3 минут. Не вернулась? Пропала, Оль. Вот. Все хорошо? Да. Ужачком. Так. Так, Монтатын. Дальше. Монотатын Даче Вел. Я тоже. Deutsche Welle. Еще дать время.
Угу. Дать еще время, да? Угу. Ну, давайте. А в целом понятно все или просто надо слова искать поэтому? Да, да. Все, тогда еще 2 минуты, да? Или 3? Столько же. А это коленка, что ли, да? Да. Да, это колено. Тоже парная часть тела, поэтому ал достаточно. А как после лог внутри будет? Напомните. Пушкин там, наверное. Пушкин, Пушкин, да, Пушкин. Так, путь пешком. Угу. Давайте смотрим. Угу. Так. Ну давайте как сделать так, чтобы вы... Давайте, несмотря на то, что здесь есть уже перевод, вы читаете свой вариант, мы разберем, почему не так. Хорошо? Или я вам буду вставлять это. Так, так, ну давайте, Юля, пожалуйста, ты мне первая в списке. Дай ему в руки. Я що ти. Угу. Угу. Кия, Просто- что ты? Да. Кияс, що ти? Буду... Киїз. Ладно, оставим. Кияс счет. Да, кияс счет, Да. кияс счеты. Угу. Так, дальше Марк. Какой у вас вариант был? Мне не приходит на ум, Попал что он ли? просто здесь. Мгм. Это не тодам углык ты. Ку-ку. Ой, появились Дам ответы. углык цветок, дам углык. Тодам углык ты. Углык. А, вы до этого не видели, да? Нет. Углык, ты углык. Да, это более понятно. Угу. Я говорю, что ответы пусть будут, но вы
свои варианты читайте, чтобы мы могли обсудить, почему так. Хорошо, будет вариант правильный. А почему не туда Тёма, мы? не помню. А, туда, мне, да. Щас. Извините, все. Не помню, то дам из ваечки. Уг. Я не приношу, поэтому уг. Дам уг ваечки. Оля, а можно Так. туда мы То дам что? Эвел. Туда мы да, да. Я тоже оттуда хотела списать. Дальше. Смотри мне в глаза, Маша. Я написала «щинме учкы». Щенмелочка, смотри в глаза, как если бы, типа, рекомендации для откровенного разговора. Смотри в глаза, там, слушай внимательно. А тут конкретика есть, что именно мне в глаза, поэтому щенмамочка, смотри мне в глаза. Как будто это входный падеж, да? А Куда? почему мам? Да. Мам. Да, здесь, смотрите, это хитрое слово, он же у нас корень щин, в глазу вот щинмы, поэтому щинмам. То же самое, если бы небо было наше, Мам. ну нет, так не инмам, да. Не клади в рот, Надя, это вот, например, ребенку говорят. Да. МД янпон. Имат, куда? Имат. Куда? Да. Типа рот свой не клади, тогда МДНПон, да. А здесь в рот не клади, куда? МДНПон. И Юля? Ой, я дуразыберты написала, Пусть но, видимо, медбертоза. Я поняла свою ошибку. Так, то есть у нас вот это мед, В третьем лице, да. как повелительно у нас оказывается как мед плюс будущее. Будущее время, да, я забыла. Будущее время. Да. А шмёт среди нас. Да, ну, я написала шмёс пылын. А я написала поламы как раз. Или А можно так? Поламы. Поламы, да? Шмёс Миполын поламы. будет... Так. Вот Миполын, миполын тоже, да? Миполын будет тоже возможно, но будут разные нюансы. То есть ашмёс полын, да? Например... Мы с вами, мы без вас. Да, да. То есть правильно говорить ашмёс удмуртьёс, если вы в кругу удмуртов. Ми удмуртьёс, если вы... Я, например, вам могу сказать, вот я общаюсь с вами, там или с Марком, например, да, знаю, что Марк не удмурт, я ему говорю, ми удмуртьёс ожил млештич. Мы, например, удмурты так не готовим, так не делаем. А, например, с Надей, с Юлей, вот с Машей, да, там, я в кругу знаю, что вы говорите, что вы удмурты, и я говорю, ашмёс удмуртьёс, там, да, то есть, как бы вот очерчиваем круг. Перед нашим домом, ой, подождите, за ними тут полетело немножко, за ними, как будет, Тёма? Соос щорын. Или щеразы. Щеразы. И так можно, да? То есть просто более компактный вариант удмуртки щеразы. Перед нашим домом, Маша. Я не успела это перевести, я просто прочитаю тогда. Камы ажин. Или каркамы. То есть корка-жамы мы здесь уже лично притяжательно вставили после лоб. Надя? Рядом с их забором. Кинер-бордазы. Либо кинерзы-бордын, либо кинер-бордазы. Как, Надя? Я заметила, и сейчас до меня дошло, что мы вот эти суффиксы после логом чаще добавляем, чем... Да, мне тоже так кажется, что чаще после логом добавляем. Да.
проблему, потому что я не слышала, как мои родственники это говорят. Ну, то есть, как-то не привыкла, наверное. Угу. На коленках дедушки Юля. Еще Таиланд. Вот я вижу, как ты написала Алвелас, ну, после логу. А неужели нельзя сказать... А, нет, нельзя. Все, вылаз. Да, теоретически ты бы могла сказать алыз вылын, но алвелас как бы... Ну, Я вообще написала да, Аллах, вылын где? даже не слышала. А, Кстати, Аллах. коленки. Но если у дедушки имплант в коленке, то тогда Аллах, да. Ну, я потом поняла, что, видимо, да, неправильно, волос лучше. Есть поверхность, да. Если мы сидим на коленках у кого-то, то алглаз. Угу. И Марк, что там у бабушки внутри? Внутри печки? Ну, конечно, да. Да, но я написал пещанаймы гураз пушкин или пещанаймы гур пушказ. Пещанайлен гур пушказ. Пещанайлен, да. Да. У вас, Марк, получилось пещанаймы гур пушказ, бабушка внутри своей печки. А, ну да, ну это нюансы. Она замерзла просто. А я Пещанайлен, думала, конечно, медики да. дают клятву Гиппократа, а тут, оказывается, блин, а. Прям пила. Нет, 9-я часть. вы знаете, да, ну, Марк, вы знаете, что съем. некоторые мылись при печке? Да. Для Да, меня был шок, что... Тогда было принято. Было, да. Вот. Ну что, смотрите, тогда Гурте уж, значит, мы не проверили, но мы взяли новую тему. Она большая, поэтому да. Мы ее еще и на следующем занятии. Вот, вам отправлю домашнее задание, значит, останется тогда кылдыщин. Будут упражнения на закрепление этой темы, и я вас еще попрошу, чтобы вы потренировались вот эти послелоги, чтобы вы могли сказать «надо мной», как будет просто, да, то есть вацин, мон вацин, как бы сложная конструкция, да, как ее короче сказать, вацам, вот чтобы вот это у вас было автоматически уже, хорошо, и таку арняу сапничку. Ну, хотя бы посмотрите, хотя бы отработайте этот момент. Вот. Тау Баджим, спасибо большое. На сегодня все. Так, да, и тогда через неделю обнялся хомячком. Весело. Скидывайте запись. Спасибо. Да, она сейчас кинет. Автоматом. Все же